О требующий знания. Это наше время, в котором мы живем. Не время отдыха, не время сна и не время забав. Это время усердия на пути Аллаха. И благодаря этому возвеличивается награда человека. Сообщил нам пророк, алейхиссалату вассалям, что в конце времен будут дни терпения. Спросили его сподвижники, а что это за дни терпения? Он ответил, саллаллаху алейхи вассалям, творящему добро в те дни будет награда 50. Спросили сподвижники, 50 из них или из нас, о посланник Аллаха? Он ответил, саллаллаху алейхи вассалям, 50 из вас. Тем, кто будет творить добро, придерживаться сунны в те дни, будет награда 50 тех, кто делает то же самое из вас. И это великая ноша. Сегодня мы видим, как каждый оболчен своим мнением. Даже дети, которым 8 или 10 лет, начинают спорить с тобой, отстаивая свое мнение в важных вопросах. И об этом тоже сообщил нам посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. В своем описании конца времени он сказал: и оболчение каждого своим мнением. И это то, что сейчас началось. Даже невежда начинает спорить с тобой касательно вопросов религии. Ребенок спорит, девочки и женщины, все начинают припираться, и каждый оболчен своим мнением. И это делает ношу обладателей знания, ношу требующего знания, приписывающих себя к знаниям великой. У них в наше время великая роль. Как мы сказали, это время джихада, время усердия на пути Аллаха. Ихняя роль сегодня распространять то знание, которым облагоденствовал их Аллах, поместив его в их души, распространять его в аудиоформате, в письменном виде, встречаясь с людьми и смешиваясь с ними. Как сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поистине у твоей души на тебя право, у твоей семьи на тебя право, и у Господа твоего на тебя право, так отдавай же каждому его право. Однако многие из нас делали право своих душ больше всем других прав. Те, кто отправляется в дальние поездки для забавы и занимают себя целыми ночами разговорами о том или о сём, занимаются теми или другими делами, будучи из числа требующего знания, мы говорим им: умма нуждается в вас, и у вас роль такая, которую можете на себя взять только вы несущие знания. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будут нести это знание из каждого поколения группа справедливых, которые будут защищать его от изменений невежд и неправильного толкования заблудших. Сегодня невежд множество. Кто же будет защищать это знание от их изменений во всех местах земли? Это обладатели знания. Они должны садиться с людьми в мечетях, обучать невежд и не пренебрегать ничем из благого и устремляться к людям с искренним намерением. И при этом они не должны стремиться к известности или престижу, однако желать спасения своей души. Ведь не сдвинется нога раба в судный день, пока не будет он спрошен о его знании, что он с ним сделал. Что сделал ты? Донес ли ты это знание или нет? И многие из людей, которые обладают знаниями, сегодня говорят: обязан не я, а другие. Ученые. Ученых в умме сколько? 10, 20. Разве они смогут отдать должное этой умме? Даже если они будут работать днем и ночью. Их мало, а умма умножается. Например, даже население этой страны через несколько лет удвоится. Поэтому люди сейчас в крайней нужде в обладателях знаний. Поэтому должны увеличиваться уроки, семинары, конференции. Обладатели знания должно стать больше, ведь это они будут распространять его среди людей. Даже если будут у нас десятки тысяч студентов или больше, хватит ли этого? Нет, даже этого не хватит. И поэтому великой обязанностью сейчас является распространение знаний, подготовка студентов, чтобы когда уйдет это поколение, была замена обладателей знаний, которые будут призывать в соответствии с книгой Аллаха и сунной его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, в понимании правильных предков этой уммы. Необходимо, чтобы оставалась в умме та победоносная община, а останется она с позволения Аллаха, а после, благодаря усилиям ее приверженцев. Достоверно передается от него, саллаллаху алейхи вассалям, хадис об этой победоносной общине: не прекратит существовать в моей умме группа, которая будет победоносной на истине. Сказал шейхуль ислам Ибн Таймия, рахимахуллах, эта группа будет победоносной во все времена, или с помощью оружия и меча, или же посредством слова и разъяснения истины. Ведь у нее будет Коран, а Коран – это истина, которая возносится над ложью, а ложь не возносится над Кораном. Обращение Аллаха наилучшее и возвышается над всеми другими обращениями. Говорит Всевышний: «Фаля тути аль кафирин, фаджахидхум бихи джихадан кабира». И не подчиняйся неверным, и веди против них посредством этого Корана великую борьбу. И если это так, то мы должны вести эту борьбу. И это великая честь быть из той победоносной общины. И предводителями этой победоносной группы являются обладатели знания, которые разъясняют людям истину и распространяют ее. Итак, обязанность на требующего знания.
Не говори, это ученые обязаны. Нет, ты обязан. Ты обязан делать то, что ты можешь. Аллах говорит: «Фаттакуллаха мастататум». Бойтесь же Аллаха, как вы можете. Придерживайся шариатских основ и работай. Проблема сейчас в том, что люди возвращают обязанность тому малому количеству ученых,